Здравствуйте. На этой неделе очень много было событий, довольно интересных. Например, прошел форум Независимого союза журналистов. Мэр города Албек Ибраимов выиграл 1 миллион сомов у депутата Текибаева. На поселке, на Дачесу, жители поселка Дачесу провели протест. Вот. Но главные, наверное, события были связаны со свободой слова, потому что очень много исков. За одну неделю было подано сколько? 4-5 исков, из них только против Занозы, например, 3 иска, против Азатыка 2 иска, против агентства 24 KG еще 1 иск. Вместе с ними и общественные деятели страдают, тоже получают миллионные иски. И в связи с этим был проведен также и марш мира 18 марта в субботу. Вот мы пригласили в студию Динару Ашурахонову, правозащитницу, которая принимала участие в этом марше мира. И как он прошел, какие были настроения и почему там в конце, почти в самом конце марша некоторых его участников задержали. Это гражданский, 18 марта, да, сегодня, 18 марта прошел такой гражданский марш, мирный марш. Изначально организатор Идиль Байсалов, инициатор, который кинул клич в соцсети, сказал: давайте выйдем и скажем, и покажем, что мы не боимся такого мы не боимся Атамбаева, что мы все выступаем в защиту свободы слова. Мы против таких прессингов средств массовой информации, журналистов. И в этом случае, я думаю, что все интернет-сообщество, вообще, очень многие граждане выразили согласие, что такой гражданский мирный марш должен быть. Изначально Идиль Байсалов также в соцсетях распространял новость, что он с УВД, что он выслал уведомление мэрии, что мэрия приняла его, что он ходил в УВД и согласовывал маршрут. И поэтому изначально его план, что этот марш будет идти от Южных ворот до центральной площади, УВД попросили: идите до памятника Уркуе Салиевой, и они все эти маршруты согласовали. И также он говорил, что на этом марше не будет лозунгов «Гейтсин» и так далее, и так далее. То есть это все только свобода слова, защита, мирный марш. И я скажу, что очень симпатичный, достаточно, очень хороший марш получился, потому что бизнес-сообщество, интернет-сообщество, правозащитники, журналисты, медиа, то есть совершенно депутаты, экс-депутаты, политики разные, они пришли поддержать, пришли с детьми многие, вот. Очень много шаров, транспарантов. Транспаранты держались, это там Азатык, да, это в защиту свободы слова. То есть основные лозунги были именно такими. И так как УВД нас попросила, оказывается, мы сначала собирались идти по проезжей части, как это было согласовано с УВД, но, скорее всего, какие-то там они решили поменять снова правила. Как обычно, они попросили участников марша пройти по прохожей части. То есть не по проезжей части, а идти по тротуару. Если идти по тротуару, вообще нужны были разрешения и там всякие согласования? Нет, тогда можно было ни о чем не договориться и идти тогда по тротуару. То есть все изначальные договоренности, которые были, они были нарушены именно со стороны правоохранительных органов. Потому что так как это изначально готовилось, это был мирный марш, и никаких специальных провокаций никто не готовил из участников марша, то, конечно, эти были согласования. И участники марша, и инициаторы этого марша, они полностью все договоренности исполняли. Но оказалось, что в УВД сказали, что до Льва Толстого, значит, нужно идти по тротуару, а после Льва Толстого, оказывается, разрешается идти по проезжей части. Почему? Как раз наоборот, поэтому, там, наверное, больше движения. Ну вот интересно, но они, говорят, показали какое-то решение суда, которое когда-то было. И поэтому, когда все дошли и перешли Льва Толстого,
То есть инициатор, значит, Эдиль Басаев, он решил, что как бы Теперь мы можно... прошли положенную сторону по тротуару, а теперь после Льва Толстого можно идти по проезжей части. И они попытались возле Вефы выйти на проезжую часть. Но тут вот именно правоохранительные органы, которые вообще-то вот это все договоренности были вместе с ними, что будет дальше по проезжей части, они почему-то начали, поставили эту кордон и не разрешили участникам марша пойти уже дальше по проезжей части, поэтому там возникла стычка, и очень много милиционеров, которые начали, значит, всех нас окружать. А потом уже они прям вытащили из колонны участников. Как они выбирали? Я не знаю, может потому что там Мавлян вышел первый, там Азамат, где-то они шли, наверное, они вышли возмущаться. Да, Азамат Атакуров. Они вышли возмущаться и, скорее всего, вот их первыми начали задерживать. Их там 3 больших автобуса подъехало. И если честно, у нас вообще уже было, что, наверное, скорее всего, они решили нас вот довести. Потом они уже испугались, что от Вефы, потому что наша колонна, она по ходу она начала расти. Понимаете? Мне кажется, они тоже вот это испугались, и они решили уже применять какие-то там, не знаю, провокации, что ли. Потому что сразу приехало 3 больших автобуса, и вот они начали вот их затаскивать. Я шла в конце колонны, поэтому я не все это увидела, потому что сложно было подойти и понять, да, что там было. Потом уже, когда мы шли, мы решили продолжить дальше, потому что конечный пункт у нас памятник Уркуи Салиевой, памятник борцам революции, значит, все-таки мы должны были завершить марш, поэтому мы предложили пойти дальше. Но из-за того, что вот задержали этих активистов, участников марша, колонна разделилась на 2 части, потому что одна колонна, где Равшан Джейнбеков и некоторые депутаты, Аида Солянова, они решили пойти по Бакамбаю, то есть они решили пойти узнать, куда их увозят. И поэтому там, получается, колонна разошлась на 2 улицы. Одна пошла по Советской вниз, другая пошла по Бакамбаева, то есть узнавая сначала, в общем, судьбу задержанных. К милиции? Или к милиции, скорее всего. И, значит, шли, дошли до подземки, и мы хотели перейти через улицу, но опять же милиция нам не разрешила пройти через улицу, она сказала, идите через подземку. Поэтому нам пришлось через подземку спуститься, мы оттуда вышли, и понятно, что за это время колонна разбилась, и мы уже подошли, первая часть колонны подошла чуть раньше, и там мы пустили шары, значит, Эдиль Байсалов и Адиль Турдукулов, они дали такую пресс-конференцию, объяснили, что произошло, да, что произошло, потому что журналистов было очень много, и чтобы всем было понятно, что произошло, да, почему стычки случились, почему задержка и что дальше. Вот. И после этого мы разошлись. Значит, депутаты и некоторая часть правозащитников, они поехали в РОВД, Свердловский РОВД, потому что задержано было где-то 5 человек, да. То есть это получается Азамат Атакуров, Мавлян Аскарбеков, Каныбек Иманалиев и корреспондент BBC и еще Айбек Мырза, да, вот они, их. И я сама потом уже через соцсети узнала, что их задержали на час за попытку выйти на проезжую часть дороги. Вот. О чем было заранее договорено? О чем как бы УВД было уведомлено и договорилось с организаторами марша. Вот какое влияние может оказать на ситуацию такой марш? Вы знаете, вот было много разных у нас ожиданий и так далее. Я вообще, если честно, я вообще думала, что я буду идти, и нам все будут говорить, как вы уже достали, как мы в соцсетях иногда читаем, да, что как вы надоели со своими деньгами, вот вы все баламуты. Абсолютно не так. Мы не увидели ни одного агрессивного отношения к себе. И все нам махали, водители сигналили в знак поддержки, вот, потому что как это было видно, да, как они это делали, очень многие фотографировали. Я думаю, что за очень многие годы люди подзабыли, для них это было очень как-то необычно, очень многие фотографировали. И я скажу, что на самом деле
я не услышала. Была только одна женщина, которая сказала, ну что вы делаете, да? Вот, она так спросила. Ну вот на власти какое-то влияние это окажет? Я думаю, что на самом деле окажет. Я думаю, что все-таки, если даже, как бы, мы понимаем, что власть, которая сейчас учинила многомиллионные иски к журналистам и пытается зажать и закрыть им рот, а через них она пытается закрыть вообще рот обществу и гражданам, да, которые пытаются критиковать или узнавать, что происходит, да, что происходит в политике, что происходит во власти, будет ли мирная передача власти, будет ли парламент исполнять свое, и делать какие-то парламентские расследования. То есть по всем очень многим вопросам, которые в этих СМИ, на которые были поданы иски, да, освещались. Я думаю, что власть все-таки услышала, она увидела, что это не политический марш, это был достаточно сугубо такой гражданский активный марш. И я думаю, что власть поняла, что есть, то есть что общественность и гражданское общество, оно будет продолжать защищать свободу слова. Общественности не нравится, как себя ведет власть, можно так сказать? У общественности очень много вопросов, и да, это всегда так было, когда гражданское общество и общественность, она всегда будет критически относиться к власти. Самое, что для меня удивительно, что власть, которая избирается нами, да, вдруг забыла, или не поняла, или не знала, что вообще-то граждане имеют полное конституционное право их критиковать. Они их избрали, и им очень важно, чтобы это власть добросовестно платила. Налогоплательщики, граждане, да, что мы им платим, мы хотим знать, как они работают, мы хотим показывать, как они должны работать, мы хотим все знать, тем более, что по борьбе с коррупцией, тем более это должна быть гласность обо всех. Как сам Атамбаев сказал, неприкасаемых нет. И в этом случае все, кто там во власти, они все под лупой гражданского общества и СМИ, они все рассматриваются, как они управляют, что они делают, да, и так далее, так далее. И это нормально. Я не понимаю, почему власть вдруг в какой-то момент решила всем нам указать, что мы не можем ее критиковать. И вот, когда вот это все произошло, 15 марта президент выступил перед послами, да, 5 из 5 стран, и очень сильно раскритиковал и, можно сказать, пытался объяснить, почему это все происходит. Да. До этого его советник выступил с интервью, они почти оба говорили слово в слово одинаковые вещи, что это там по-крымски, скажем так, сюрей, да, якобы там так называемые журналисты или кто-то. То есть это было как бы устрашение. Несмотря на это, на другой день, 16 марта, Независимый союз журналистов провел большой форум. То есть эти слова президента и его советника не устрашили. А через 2 дня проходит такой довольно большой митинг. Сколько на нем было человек? Очень много. Это был какой-то аншлаг, потому что мест не хватило. Пришли все медиа, и все СМИ, и журналистское братья, и были приглашены также общественные деятели, политики сами пришли. Они бы пришли выразить поддержку. И вот получается, методы устрашения не совсем сработали, да? Почему народ не испугался и не лег в нору там? Вы знаете, я думаю, что методы устрашения у нас уже не могут пройти и работать, потому что власть это понимает сама тогда это? Я не знаю, может быть, они там немножечко мутируют, или они там совершенно в другой атмосфере начинают совершенно по-другому как-то себя вести или не понимать общую ситуацию. Настроение общества. Да, они перестают понимать настроение общества. Может, потому что у нас нет диалога, может, потому что они не хотят взаимодействовать, они настолько закрыты, и они получают источники. Абсолютно нет никакого диалога. Никакого. Нету даже попыток. Да. И в этом случае я думаю, что да, у них совершенно другое понимание, чем это есть. Но я вам еще раз скажу, что мы же проходили эти 2 революции. Боже мой, да, и эти 2 революции происходили ровно таким счетом, когда пытались сначала зажимать свободу слова, были нападения, прессинг журналистов,
потом прессинг на политиков, на гражданское общество и так далее. То есть все это, как бы, понимаете, все, вот если мы так смотрим, это все опять как дежавю. Это все как будто по кругу. И понимаете, во власти сейчас служат именно те, кто был при Акаеве, помогал ему эту ситуацию установить, устроить. И при Бакиеве тоже? И при Бакиеве они тоже были, и они тоже усугубляли эту ситуацию. И мне непонятно, почему они сейчас, делают третий раз, они пытаются усугублять эту ситуацию. Тот же Сапар Исаков, он что, при Бакиеве, разве он не помнит, как это все происходило? Абдельсе Гизбаев при Акаеве, он разве не помнит, как это все происходило? Он же тогда в пресс-службе работал, да, возглавлял. Акаева, да. То есть вот это то, что у них или атрофировано это чувство вот этого ощущения, да, вот этой реальности, или что, или они действительно думают, что они попадают во власть, но 2 раза власть уходила. И в то же время власть сама обвиняет других людей в том, что делает сама. Называет всех бакиевцами, называет всех там, занимали должности в это время и так далее, а они сами ордена получали, да, и тоже занимали должности. Да, это просто, как это сказать, феерично, когда интересно. Вообще... Но вот сами иски... Вот, сидя в одном кабинете, нанимая их работать, и как-то вот они... Я не знаю, по какому критерию они говорят, что вот этот бакиевец, он настоящий бакиевец, а вот этот бакиевец, он не бакиевец. Или ну, вот это акаец, критерий, вот наверное, один. Он за меня, он меня хвалит, он за меня работает или против меня, или не нравлюсь. Возможно, только... но эти ярлыки уже не работают, понимаете? Эти ярлыки никак не работают. Общественность это прекрасно понимает, потому что она сама видит, как... Ну, а если вот мы к самим этим... Что говоря, что делает при этом сама власть. К самим искам перейдем, из-за чего все это возникло, да, и напряженность возникла, и протесты возникли, много исков уже, да, причем они миллионные, против Занозы 3 иска, по одному из них 6 миллионов, по 3 миллиона, 2 иска, и плюс еще по третьему иску 6 миллионов, против Азатыка 2 иска по 2 миллиона, и против 24 КИДЖ 1 миллион, получается 33, да, миллион, 33 миллиона только против журналистов, агентств, и плюс еще к адвокатам еще 20 миллионов. Это какой-то метод устрашения, наверное, что вот если мы вас, ну, он открытым текстом сказал, президент, что мы вас задушим экономическими методами, и вдруг плюс к этому в пятницу происходит попытка ареста Александра Кима. Угу. Вы там тоже были, да, вечером, когда его пытались арестовать? Вот расскажите, вот почему, как это все общее вкладывается в общую вот эту тактику устрашения, это все? Ну да, это не только устрашение. Я думаю, что здесь они еще увидели, что вообще еще может быть какое-то материально они могут какие-то иметь. Ну, извините, это попытка обанкротить СМИ для того, чтобы они вообще перестали работать. Неугодные СМИ? Да. То есть просто перестать работать. То есть, потому что если это все суд проведет, а суд, наверное, скорее всего, проведет, то получается, что, во-первых, они будут арестованы. Из воздуха получают миллионы. У них будут арестованы счета, да, наверное, скорее уже арестованы. И плюс, если они смогут выплатить. То есть первая апробация произошла с Дайырбеком Орунбековым, когда его сначала, да, подали, потом он не смог выплатить, поэтому на него завели уголовное дело. И, скорее всего, они по этому сценарию будут идти с другими СМИ. И да, это метод устрашения, это метод специального обанкрочивания для того, чтобы эти СМИ закрылись, без средств существования остались и не смогли работать так, как они сейчас работают. А Александр Ким? У Александра Кима какие претензии? Я не знаю, это, наверное, тоже в цепи, это цепочка, чтобы показать, что, в принципе, те, кто даже не удел, но пытаются что-то говорить, или те, кто там вообще в журналистской братье, что как бы все равно в любом случае власть за вас возьмется. Вот я вот эту логику не поняла, почему человеку, которому 70 лет, пенсионер, который здесь находился. Активно он нигде... Да, и вчера нам этот сотрудник ГСБ пришел и сказал, что давным-давно на него, еще 3 месяца назад было возбуждено уголовное дело, и он находится в розыске, но при этом адвокат
Сан Ничего не Саныча получал. Воронцов сказал, ни по телефону, никаким другим образом, ни письменным, ни официальным, никаким образом они ни разу не контактировали с адвокатом и самим Александром Кимом для того, чтобы уведомить их и проинформировать, что на него заведено уголовное дело и что он находится в розыске, хотя он все время сидел в Бишкеке. Как они нашли его, если они находятся в розыске и столько времени не могли найти? Они не стали комментировать, мы задавали им эти вопросы, мы сказали, человек сидит все время в Бишкеке. Вдруг вы сегодня именно ночью, с пятницы на субботу, перед большими длинными выходными, вечером после рабочего дня приходите без документов, без повестки, без каких-то вот этих документов, которые подтверждают, что он в розыске находился, что на него было заведено уголовное дело, что его искали и он прятался, да? То есть абсолютно вы вот приходите, он просто сотрудник, понимая, что все это выглядит достаточно нелепо и незаконно с его стороны, он отмалчивался, он говорил без комментариев. Ну а потом приехал следователь, который также не стал комментировать, он просто извинился, сказал, что да, это рабочие дни, как бы они пришли не вовремя, и что 22 Он даже извинился, да? марта, ну он так как бы сказал, что да, ну давайте вот мы 22 марта его тогда вызовем. уже пригласим. Да. Но можно И было они же оставили ему нормально эту повестку. пригласить. И они тогда вот ему вручили эту повестку, первую повестку, которую мы увидели вообще. Потому что до этого никакой повестки, никаких уведомлений не было. И я думаю, что это тоже попытка запугать. Да. И вообще у меня даже такое сложилось чувство, что они столько денег и столько исков, то ли как будто вот они, знаете, перед уходом пытаются материально набить обогатиться. карманы? Что, я не знаю. Ну, выглядит примерно так. Но вот когда подают такие вещи, приходят домой в пятницу вечером, да, перед праздниками, вы сказали, если у него нет никаких документов, они... Как вообще тогда правоохранительные органы работают, если они без никаких документов такие вещи совершают? И если бы был документ, они, наверное, и, как вы сказали, не извинились бы, не сказали бы, не ушли бы. Вы знаете, мы сейчас обратно возвращаемся в ту очень опасную стадию, когда власть, закручивая гайки, да, перестает думать о законе, о конституции, о соблюдении законности, да, и эта система не реформированная. Никоим образом не реформирована, она вспоминает это телефонное право, то есть когда власть просто по телефону звонит, дает какие-то указания, и эта система, которая не реформирована, она просто вспоминает и быстро выполняет все эти указания, не думая о законе. Хотя, я еще раз говорю, я не могу понять тех милиционеров, вообще чиновников и всех-всех, кто хотя бы знает, что здесь в 2005 году было, что было в 2010 году, на что почему они это все заново повторяют? Почему они это все повторяют и к чему это может привести? Я не знаю. Вот даже хотя бы инстинкт самосохранения какой-то должен быть, но вот, не знаю, меня это тоже поражает, и я не могу найти на это вопрос. И не только правоохранительные органы, милиция или там силовые структуры, но политики же. Судьи, вроде бы молодежь пришла, да? ГКНБ, потому что, помните, в 2005 году захват Верховного суда, потому что именно там происходили все абсолютно несправедливые решения, и люди, которых это просто достала, эта несправедливость в судах, они пошли, захватили Верховный суд. Вспомним судьбу прокуратуры, генпрокуратуры, которая вот сгорела, до сих пор стоит. Я бы вообще предложила обнажить ее снова, да, вот просто снять вот эти назидание. покров. Да, нам надо помнить об этом. И как трясли, помните, таранили ворота ГКНБ. Как бы вот, понимаете, и это опять именно те ведомства, которые сейчас пытаются заново, то есть вот эти иски, эти аресты ночью, как, понимаете, вот вчера я сказала этому сотруднику ГСБ, это как в НКВД, понимаете, когда ночью приезжает воронка, без номеров, без ничего, вы так тихо приезжаете, тихо хотите его задержать. А соседи все трясутся. Да, вот как-то так. Но не может ли быть страшно. Так, что это все делается специально, чтобы вот
Устрашение. Во-первых, устрашение. Это устрашение, это провоцирование на то, чтобы люди, может быть, выходили, чтобы их дальше арестовали, я не знаю, что угодно. Или вот чтобы произошло что-то, и что стало бы поводом для введения, например, чрезвычайного положения. Нет такого у вас ощущения? Вы знаете, после того, как мы видим, сколько за одну неделю может быть исков предъявлено, то, в принципе, я не удивлюсь. Я не удивлюсь, если это идет к такому сценарию для того, чтобы побольше закручивать, побольше арестовывать, чтобы люди больше возмущались, а потом раз, и какая-то критическая точка, и в это время, да, и в это время может быть введена, не знаю, что значит ситуация, или там объявлены какие-то досрочные выборы, ну что угодно. Или наоборот, отложить можно, во время такого положения нельзя проводить выборы, пока не будет отменено. Возможно и так, но я бы хотела, чтобы... Понимаете, мы должны сейчас говорить о роли парламента. Парламент всего 1 год работает, он избран до 2020 года. Это колоссальная возможность сейчас нам всем поддержать и требовать от парламента, чтобы они начали исполнять свою конституционную роль, потому что парламент сейчас является самым основным органом власти. Да, у нас парламентская вообще демократия, да, и в этом случае парламент играет ключевую роль. Он ключевая власть. И как ключевая власть, я думаю, парламент должен начать обсуждать события и эту ситуацию, потому что только парламент может стать стабилизирующим фактором. Да? Факты показывают, что он этого не делает. Но он может это делать. Я думаю, что парламенту тоже не хватает поддержки. Я думаю, мы должны поддерживать друг друга в настоящее время. Это только так. И парламент должен обеспечить мирную смену власти, мирные, свободные, честные выборы, своевременные. На него тоже... На них лежит сейчас большая ответственность, и мы об этой ответственности должны говорить, и мы должны выражать всяческую поддержку, если они будут это делать. Но на него тоже оказывается давление, так же, как на СМИ, да. Что говорят власти, что вы там какие-то комиссии создаете, это полное право парламента создавать комиссии по каким-то вопросам. Да. Получается, за то, что они выполняют свои функции, их обвиняют в этом. И поэтому мы должны поддерживать сейчас всю их деятельность, все, что они пытаются делать. Не то, что пытаются, а должны делать. Должны делать, но видите, там тоже не все однозначно. Видите, очень много людей, которые не боятся говорить. Но я думаю, что в любом случае рано или поздно им это придется делать. Да? И они уже начали это делать. Я думаю, мы должны это все поддерживать и работать вместе с ними. В свое время, помнится, Николай Танаев как-то сказал, когда он был премьер-министром, обвинил парламент в том, что он занимается политикой. Да, это очень смешно. Да, именно для того, чтобы заниматься политикой, он избран. Да. Вчера эти слова Танаева повторил, по-моему, представитель президента, как его зовут, забыла. Представитель президента в парламенте, он тоже сказал, да, не превращайте политику в политику. То есть нет, он сказал, не превращайте это все в политику, но это и есть политика. Вообще. Он для этого и создается парламент. Да, парламент это политический орган, и все, что там происходит, это политика. И политические партии это политика, и все, что они поднимают, это тоже политика. Это их первейшая обязанность заниматься политикой. Да. Ну, конечно, это как госслужащие там где-то сидят. Они, наверное, имеются в виду интриги там какие-то. Они понимают политику только как интриги, получается. И поэтому любую вещь, они говорят, это политика, это плохо. Да, то есть они путают политику и интригу. Да. Возможно, и поэтому они не могут понять, да. Угу. Получается, общество сейчас должно поддержать, по-вашему, СМИ, журналистов, свободную прессу, которые независимо от властей, и парламент, получается, да? Парламент... Мы парламенту показали, что мы не имеем власти, но мы граждане этой страны, мы избиратели, их избиратели, что мы не боимся. И мы готовы выступать в защиту свободы слова. И я думаю, что парламент этот сигнал видит, слышит. И сегодня и Джанар Акаев, депутат из ДПК, участвовал в этом шествии. И я думаю, что это очень важно. И я думаю, что депутаты этот сигнал достаточно хорошо поймут и понимают. Я думаю, что самым основным, первым их возможностью помочь
журналистам, без которых они не смогут. Ну, понимаете, вот политика и освещение политики — это совершенно взаимосвязанные вещи, и грядет предвыборная кампания, и если все сейчас СМИ замолкнут, то где они собираются проводить свои агитации, каким образом? Я думаю, что все политические партии это должны понимать абсолютно правильно, и в этом случае сейчас им очень необходимо и очень, в первую очередь, им нужна объективная, свободная пресса, и они сейчас должны начать поднимать этот вопрос, и все эти дискуссии от гражданского общества должны перейти внутрь парламента и обсуждать. О чем и начиналось, с чего и начинался наш парламентаризм 6 лет назад. Давайте мы с улицы дискуссии перенесем в парламент. А на самом деле, получается, даже в парламенте уже ничего нельзя дискутировать. Нет, ну в парламенте можно. Я думаю, что они же говорят, там, что вы там комиссии создаете. Ну, они мало ли что говорят, но я думаю, что там 120 человек, которые думают совершенно не одинаково, они все разные, и поэтому мы с ними должны работать. Ну, спасибо большое. Нам говорят, что уже время подошло наше к концу. Будем надеяться, что парламент действительно начнет выполнять свою роль, иначе получается, как вот в старом анекдоте, когда пришли к одним, мы молчали, пришли к другим, молчали, а когда пришли за нами, уже некому было вообще говорить. До свидания.